Актовый зал Центра детского творчества собрал под своими сводами сотрудников детских садов, преподавателей общеобразовательных учреждений и педагогов дополнительного образования. К мероприятию все готовились основательно, подбирали оригинальные костюмы, репетировали творческие номера. Таким неформальным образом работники образования решили обменяться опытом и предложить свои педагогические идеи для дальнейшей работы. Фестиваль педагогических идей в нашем городе проводится первый раз. И участвуют все образовательные учреждения города. Проводится целью обобщения опыта, обмена опытом и распространения передовых педагогических идей. По мнению участников фестиваля, такой формат помогает им показать свои возможности и раскрыть творческий потенциал. Работа педагога не может быть подчинена строгим рамкам, ведь дети все разные, и подход нужен каждому индивидуальный. На сцене команды постарались подчеркнуть профиль работы своего учреждения. Мы выступаем под номером 15, представляем ИКТ-технологии. С тех пор, как мы познакомились с лего-конструированием и робототехникой, занятия – это невероятные путешествия для детей за новыми знаниями. Лего-конструирование позволяет детям открывать их с новых сторон. Они развивают в них естественную любознательность, учат самостоятельной работе. Можно сказать, что в нашем детском саду мы уже с дошкольного возраста воспитываем, может, это громко будет и сказано, но будущих инженеров, конструкторов и своего рода ученых в этом, профессионалов своего дела. Перед началом второго дня фестиваля прошло награждение победителей городского конкурса «Учитель года-2017» среди работников общеобразовательных учреждений. Претендентов на звание лучшего было немало. Своего достойного кандидата выдвинули все учебные заведения. В рамках фестиваля у нас идет подведение итогов городского конкурса «Учитель года-2017». Ну и, конечно, в этом году были такие туры, как показ мастер-классов и, конечно же, это уроки. Участники были очень сильными, конкуренция была очень большая. А победителем городского конкурса стала у нас Грязнова Елена Анатольевна, учитель истории средней школы номер 5. Гран-при! Аплодисменты, дорогие друзья! Как победитель городского этапа конкурса «Учитель года-2017» Елена Анатольевна Грязнова будет представлять Сибай на региональном этапе, который пройдет весной в Уфе. Сразу после награждения продолжился второй день фестиваля педагогических идей. Работники образования представили зрителям и коллегам разные проекты, а также поделились идеями по улучшению качества образования. Мероприятие получилось продуктивным, несмотря на то, что проходило впервые в нашем городе. Данила Алибаев, Альмира Ишкуватова, Олег Кадыров, Гульгина Раскилина, телекомпания СТВ.